Азыр биз так понедельниктен баштап пятницага чейин 16-24 чейин техникалык жана фундаменталдык анализ форекс рынок алтынга кылабыз. Анан фундаменталдык, то есть башкача айтканда жаңылыктарды, отчеттордун таасирин рынокторго ошондо талкуулап кыскача прогноз берем. Так, мына алтынды ачтык. Биз технический жактан азыр пока техноанализ боюнча разбор кылабыз. Бул бир күндүк, то есть бир жумалык таймфрейм алтын. Получается, то есть биздики пока устойчивый рост болуп атат, то есть глобальный восходящий тренд болуп атат. Эч кандай бул жакта мындай слом структуры на шорт структуру, то есть на нисходящий жок да. Вот. Бирок бул өткөн эмеде, бул получается январдын аяктарында чоң эме аябай исторический хайга жетип, анан ошондон кийин резко түшкөн да алтын. Вот 5600 ашып, и вот ушул жерден как раз фиксация прибыли болгон да, то есть продажалар башталган. Ошону көрүп атабыз. И так, неделькада биздики мына недельный таймфреймде, недельный таймфрейм. Биз деле, в принципе, мы ушул эле картинаны көрүп атабыз. Биздики аябай жакшы фиксация прибыли, мына үстүнөн фитиль болуп, бул значит давление продавцов, да, то есть у нас продолжает рынок падать, да, сейчас корректироваться. Но долгосрочно, глобально тренд у нас, конечно, восходящий. Эми дневной таймфреймде биздики мына могул жакта тоже коррекция уланып атат, точнее покайып болуп атат, мына могул жакта покайып болуп калды. Мына бул жакшы коррекциядан кийин азыр бир аз импульс болуп, азыр мына покайыпта туруп атат. Азыр пока мындай точка входа жакшы жок на самом деле. Вот, так что, тем более вот здесь колено рисует, да, это у нас как жана медвежий флаг. Вот, ушул медвежий флагка окшошуп азыр мына ылдыйга, возможно, дагы түшүшү мүмкүн. Так, но азыр дагы кичине ясыны өтүп коелук. Кичирээк таймфреймден. Азыр пока точка входаны бул жактан зоналарды отмечать этелик примерно, да. Ближайшая биздики зона поддержки, аяка примерно, да, я все равно больше 60%, наверное, рассматриваю на лонг, да. Ближайшая зона поддержки могул примерно так 4946 плюс-минус, да. Андан да тешип кетсе дальше, да, могул 4880 чейин барышы мүмкүн, да, коррекция болсо. Ну, то есть ближайшая пока ушул зона примерно 4445, 4460. Примерно ушул зонадан мүмкүн биз покупкаларды карайбыз. Вот, эгер биз бул жактан отскок берсек, анда биз ближайшая зона сопротивления примерно на могул жакта, то есть бизики на 5000 азыр могул жерден. Ну, то есть ближайшая зона 5038, 5040 чейин барышы мүмкүн. Вот, анан дальше уже следующая зона сопротивления 5095, да. Ну, то есть уже ушундай примерно прогноз болот. Так, давайте алтынга фундаментал жагынан карасак, биздики бул жумада алтынга дагы жакшы новостилер бар. Эгер мисалы так азыр новость ачалык. Так, на этой неделе биздики орусча. Так, экономический календарь, investing.com, да, сейчас мы смотрим на этой неделе. Так, вот США сегодня, так, понедельник, президентский день, сегодня выходной, то есть американская сессия в 4. Дальше, да, ну, то есть Азия сессиясы азыр болот, Европа иштейт, анан Америкада кечинде саат 7-де биздики волатильный слабый болот, да, скорее всего. То есть, конечно, может быть, саат 9-га чейин, пока Лондон сессия болгондо, возможно, могут быть манипуляции. Так, эртең на вторник. Так, сегодня у нас также японская иена боюнча болду, внутриваловой продукт, да, прогноз боюнча 0,4%, вышло хуже прогноза, то есть внутриваловой продукт начарак чыкты, ниже, да, чем прогнозировалось. Так, на японцев, ну, давайте по Японии немножко чуть позже поговорим. Так, золото не влияет этет. Индекс потребителей, то есть это Германия, так, сейчас нам нужно США. Четверг-те болот экен, уже США на новостилери. Так, протокол ФОМС, то есть Федеральный комитет при Федеральной резервной системе, что протоколом института, что больше там рынок движения. Так, ну, вообще ФОМС это, то есть Федеральный комитет, он денежно-кредитную политику США состояние снайта, отчет берет, что больше, да, пока без привез, будет даже аналитика прогноз чупки. Так, она на гушту новость индекс производственной активности идет. Так, ну, самое вот из вот этих новостей, самое гушту число первичных заявок на пособие по безработице. Да, егер мисалы прогноз боюнча 227 миң киши берсе на пособие по безработице, то есть 229 миң киши берсе на прогноз боюнча, анда нейтральная новость болуп калат, то есть золотого көп деле таасир этпейт. А егер мисалы новости, да, то есть прогноздон жогору чыкса, число первичных заявок по пособию по безработице, то тогда алтын өсөт. Так, дальше, да, пятница, да, биздики, дагы күчтүү новости. Вот базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Это тоже сильная новость. Так,
индекс расты. То есть американецтердің лично потреблениесіне қанша құротып жатыр, мысалы прогноз бойынша 0,3%, егер прогноздан жоғары шықса, значит покупательская способность күштірек, да, и тогда доллар ослабнет и золото все. Так, внутриваловый продукт за четвертый квартал дейді, внутриваловый продукт егер выше прогноза болса, 2,8-ден өйдірек болса, анда это ну, то есть слабость для доллара, то есть доллар düşет, золото өсет. А именно наоборот прогноздан улды шықса, да, наоборот, да, доллар өсет, а золото düşет. Так, вот здесь у нас тут тоже индекс расходов на личное потребление годовой идет. Так, 3%. Ну, то есть то же самое, если жоғары болса, чем 3%, да, это значит покупательская способность у американцев выше, и для золота это хорошо, а для доллара плохо. Да? Так, и деловая активность в производственном секторе. Так, производственный сектор, егер деловая активность жоғары көрсетсе, прогноз да, бұл жақсы золото үшін, ал эми доллар үшін слабый болады, түсүші мүмкін. Так, ну и в секторе услуг также деловая активность. Так, продажа нового жилья. Ну, вторичное какое-то влияние краткосрочное тоже имеет на рынок, да? Вот если вторичное жилье көбірек сатылса, чем прогноз тон жоғары, 735 миллионден көп жоғары, да, это хорошо будет для, так, ну, то есть как бы показывает покупательскую высокую способность, да, американцев, для золота хорошо, для доллара плохо. Вот, в принципе, основной разбор вот по новостям, да, для золота мы в основном посмотрели. Так, дальше. Да, поехали. То есть по золоту ушу ближайшая зона поддержки, азыр золотаға точка входа жоқ, азыр на коррекция уланып отады, пока азыр на ближайшая точка входа покупка 4900, так, примерно плюс-минус 4955 45-терде, да, плюс-минус ушул ближайшая зонадан, если ушул жерден ешқандай реакция көрсетпесе, мысалы күшті, да, реакция покупателя, да, отсюда мы не увидим откуп, тогда дағы түшөбүз, да, мол зонаға чейин. А если точка входа берилсе, анда мен айтып коем, группа таштап коем сигнал. Вот. Ну, краткосрочно, конечно, пока этот коррекция да кичине уланат, она глобально про лонг, да, золото лонг. Буну шарт опасно, да, если харсак был уже, ну, то есть жақсы коррекция беріп, уже аябай потенциалын почти исчерпал, да, шортко. Вот здесь тоже, да, вот этот мы шорт уже пропустили, то есть уже сейчас заходить мол жерде, да, кичинекей шорт башталды, им уже поздно. Поэтому лучше дождаться, бай, то есть лонг зона, да, на мол жерде. Так, дальше, да, посмотрим чисто технический жақтан. Евро на этой неделе. Да. Так, сейчас я вспомню. Индекс потребительских цен Германии, да, Эртенсат, он очень нуль по Бишкеку. Вот ушел для евро. Вот, также есть еще у нас британский фунт среду, да, так давайте мы посмотрим. Трейдинг вью графиками, да, надеюсь, все видно вам. Так, давайте тогда дальше, да. Вот, то есть по евро биздеки эртен вторник тест 13.00, имя было таким, так, новость у нас это, то там, да, индекс потребительских цен. То есть инфляция бойынша отчет вчера, уже давно, с октября, да, 22 года уже падает, и уж максимум до исторически никак обновление клала жатат, да. А если в ближайшее время посмотреть, вот январьдан баштап жақсы, бұл жақтан эме манипуляция өйдөй кайра азыр какие-то, азыр боковитые, да, но в принципе тренд пока нисходящий, да, биздеки доллар, значит евро, да, возможность высокая, да, что было сюда. Так, вот, и получается биздеки евро бойынша пока мы на лонг предпочитаем рассматривать, но вдруг локально, если мысалы бір күндік 4 саттыққа түссек, шорт кодали қарап қойса болады, егер өзінің локальный максимумдардан сопротивлениеден кетсе. Так, на мол жерде на шорт можно было, да, заходить. Ну, здесь мы пропустили, можно было на мол жерден, да, заходить. То есть сейчас у нас локальное сопротивление, уровень сопротивления, да, назар, мол, жақачен примерно, да, плюс-минус. Вот, бияқачен иштеп койса будет, либо она, если она будет здесь, ешқандай эме болсо, реакция покупателя, ну, ближайший, вот, то есть вот здесь вот даже есть у нас трендование чейт түшүш мүмкүн, да. Вот, типа ана жерден реакция кейде, скорее всего, уйдет, да. Вот, так, сейчас у нас, ну, если давайте 30-ка түшөлүк, ой, 30-к, примерно зонаны отмечать коем для покупки, да, евро. Так, а для продажи у нас вот здесь вот, ну, продажаға эме кичине кечилеп болуп калды, но в принципе можно поработать ближайший. Вот здесь у нас зона есть, ушул жерден, возможно, уже ким билет эми сколько болушу мүмкүн, да, здесь у нас уровень уровень поддержки бар. Вот, либо если дальше кирип кетсе, да, тоже такой сценарий, может быть, даже следующего, да. Вот здесь следующий у нас уровень есть, ну, плюс-минус этот уровень, либо этот, да, то есть, вот, так что ушул жерден желательно реакция на будет, то есть мондай свечаная, я вот как здесь сейчас покажу вам. На мындай свеча, обычная свеча деп коет, астына узун фитиль бар. Желательно ушул зоналардан бери, ну, если бирок мол жерде опасно болуп калат экен, мол жерге чейин максимум түшсө, анда можно, да, рассматривать на алу. А мол жерге чейин түшүп кетсе, уже глубокая коррекция, здесь уже есть опасность, что дальше кирип кетет, да. Так, то есть получается ниже 1.17.735 плюс-минус, да, ушул жерден уже шортко конкретно кетиши мүмкүн. А если 1.18.120 чейин түшсө, еще есть шанс, что үйдөгө кетет, да.
Так, ну пока ну где-то 60%, может 55% пока на лонг, 60% на лонг, да, так 40% на шорт сценарий есть. Так, британский фунт тоже у нас был джумада. Да, и көптеле новости жоғалтем. Британский фунт только вторник ертең тоже Банк Англии. Процентная ставка, что там было завтра? Ой, это в среду, послезавтра. Индекс потребительских цен. То есть инфляция бойынша Англияда мечатлен, очень это среда да, данные. Вот ошого жараша, но евро. Почему у меня опять экран пропал, да? Так, сейчас минуточку, опять. Как мне сделать, чтобы экран... Так, сейчас... Так, вот сейчас теперь у нас это, да, экран көрініп. Британский фунт тоже евро менен чогуу жүрөт почти. Ну, кээде, конечно, өзүнчө өз алдынча жүрүп калышат, но в основном алар похожи, да? Анан долларга каршы жүрүшөт. Так, на британский фунт давайте недельный таймфрейм поставим. Британский фунт биздики тоже аябай өсүп алды, ошо потому что доллар начып барат, евро көтүп аябай өсүп алышты. Мына бул получается сентябрьдан баштап, вот сентябрь аябай катуу түшкөн, и сентябрьдан баштап устойчивый рост эле болуп атат. Вот 22 года, вот это получается, ну 22 год, еще целых уже сколько, 3 года с лишним, да, өтүп кетти. Андан бери өсүп эле жатат, да. Вот. Ну сейчас пока британский долгосрочно по МД мындай көбүрөөк лонгко карап атам. Сейчас у нас примерно вот ближайший у нас вот ближайшее сопротивление Моулзах, примерно так, ой, нет, это очень долгосрочный, я же недельный включила. А так, ближайшее сопротивление, давайте нефкадан көрөлүк. 1.42 чейин бул аябай эле күчтүү уровень, аяка чейин жетиш кыйын болуп калат го, өтө узак убакытта жетет да. Ну, жетиши мүмкүн, но это долго придется ждать. Давайте более реальный, ближайшие картины посмотрим. Так, сейчас. Вот у нас, так, 1.37, для меня более реально, так, 1.37 на уровень, да, уж чейин барышы мүмкүн, так, где-то у нас сейчас 1.37. Вот здесь, да. То есть вот здесь, да, примерно плюс-минус у нас молдер, да, уровень сопротивления шувачейн. Лонг барат. Дальше потом у нас, скорее всего, отсюда вероятность в чем, что отсюда кайра кишнелды кетебиз, коррекция будет, да. Андан кийинки уже зона биздики. Так, давайте сейчас зона на почетете. 1.38, так, 1.38 500, по-моему, коротком. Ну-ка. Так, ну так, ближайший. Ну, можно вот здесь рассмотреть. 1.38 плюс там вот эта зона, да, в общем, 1.38. 38 700, да, так. Ну, плюс-минус ушел зонага чейин барышы мүмкүн в ближайшее время, да. Так, эгер бул азыр мына эме болуп калды, видите, мына треугольник болуп, сейчас пока не определенно болот, ортодо жүрүп мына болсо, треугольник, фигура. Фигурада вообще кирбеш керек, да, непонятно азыр. Желательно могу кыска эле скайп кылса болот, конечно, могу треугольниктин ичинде, мисалы, азыр биз бир күндүктө көрүп атабыз, а если кичинекей таймфреймге спустимся, допустим, 1 сааттык, да, то 1 сааттыктын ичинде, структуранын ичинде дагы структура бар да, майда структура, ошонун ичинде деле уровень поддержки, сопротивленияден иштеп койсо болот, да. Так, ну, например, так, у нас тут, что у нас ближайшее сопротивление на молдерден, допустим, можно на шорт поработать. Вот здесь тоже можно на шорт поработать. А вот здесь можно на лонг, да, где-то вот плюс-минус, ну, вот здесь, да, если бяка чейн коррекция в где-то зона, да, поддержки тоже можно здесь поработать, а на лонг здесь, либо, надо на коррекцию на молдерден, да, плюс-минус ушел зона. Шудерден тоже на лонг поработать можно, да. Так, ну так, вдруг скале попал шампунь, пока желательно треугольник ичинде, да, биз турсак. Это на нефтке, да. Ушу треугольниктин диапазонунан чыгыш керек, да, ошондо более мындай уже конкретно картинка билинет, да. Вот, сейчас. Вот здесь треугольник у нас получается, то есть же верхний диапазондан чыгыш керек, ошондо закреп болуп, мына мисалы биз вот здесь вот, если мы увидим свечу над верхним диапазоном, тогда можно рассмотреть на лонг, да? Ну, желательно тоже подтверждение менен, то есть свеча чыгып, она кайра түшүп, могу линияны тийип туруп, ретест кылып, повторное касание. Вот, если тийип туруп эле бирок ури кирип кетпесе, анда ушул жерден лонгко кирип койсо болот, да? А эгер могу нижний диапазонго чейин түшүп кетсе, ушул жерден чыгып свеча, да, и кайра ретест кылса, анда вот здесь можно рассмотреть на шорт, да? Вот, пока сейчас треугольник непонятно, да, точка хода да жакшы бербейт. Ну, по крайней мере, 1 сааттыкта, он еще можно, в принципе, поработать на скайпе, вот на 5 минутки даже, аккуратно. Вот здесь тоже свои сопротивления, вот здесь уровень поддержки бар, здесь тоже уровень поддержки бар, шел зона там что-то суббота. Здесь сопротивление есть, здесь сопротивление. То есть это кыска сделка, да. Так, дальше, да, японская иена. Ну, то, что мен торгую, уже нуля, анализ такой. Японская иена боюнча күн эртең мына внутриваловой продукт чыгыптыр. Хуже прогноза, но сейчас посмотрим, как он отразился-то. Уже новости. Саат 4 базар ачылды. Так, получается, сегодня какой у нас? 16 февраль. Импульс болгон окшойт. Наоборот, японская иена. Внутриваловой продукт Японии начар чыкты, аябай эле начар чыгыптыр.
Но японская иена, наоборот, то есть вот с 4, вот видите, импульс кетип атат, да, бычий импульс. Ну, я не знаю, почему внутриваловой продукт плохой вышел, а японская иена, наоборот, укрепляется. Ушел взаимосвязь. Что-то я японская иена, наверное, редко, и внутриваловой продукт Японии, как он отражается на его иене, что он тоже чаще приведет, да. Ну, в общем, вывод делаем, что внутриваловой продукт на чашечка государственная, да, Япония тогда. И Япония, ой, иена растет, что ли. Так, а иена болса азамнай, так, глобально, давайте посмотрим. Глобально, сейчас, глобально, так, пока это что, джопу? Джопу, пока, да, пока глобально без на недельке, да, у нас, ну, такой, боковик киликен, мол, коробочка вообще, вот эта вся коробочка. Сейчас непонятно, да, здесь тоже ортодо жүрет, непонятно, где тут точка входа. Ну, локально можно посмотреть, представьте, вот с минутку, 5 минут качень тушек, ушел жақта поддержкалар болады, там на мол жерде поддержка бар, бұл жерде поддержка бар, да, то есть локально, когда коррекция берген, ол кішкене че болосо все сопротивление чейна, примерно, да, либо даже вот здесь, вот самое ближайшее вот тут сопротивление бар, так, сколько? Ну, это 174, да, ушел жерден шорт особо, да. Так, а так, глобально у нас был восходящий, по-моему, потом, ну-ка, давайте месячные, что-то непонятно с такого боковик. Ну, иена у нас, ой, это вообще 11-й год, да, вот здесь прям хороший рост начался, да, у нас с 21 декабря кетелер паратектор өйтуге. Ну, азыр пока локальная коррекция левыдыга карадым. Бірақ пока еще никакой слом структуры с восходящей на нисходящий жоқ, да. Вот. Ну, если посмотреть так, сейчас японская иена бойынша как можно поработать на этой неделе. Сейчас. Ну, я бы, наверное, это там внутри. Вот этого боковика ТЧТСЛ, ловили широкий боковик, боковик, кичники места. Я бы просто вот ушел, кичники тайфрем вот здесь отмечены, зону бы отметила, вот эту зону, да, уровень поддержки, ну, например, ближайший вот здесь, потом вот здесь, либо, то есть, кайсы жерге, мол жерге примерно поставила, там, джузелюкилерге, да, джузелю бир, джузелюки, да, плюс-минус, шел жерге, чем коррекция түсет, вот здесь на бай-зону, да, кысқа алып сатуға лимитка қоймақпын, и плюс там, может быть, вот здесь, да, ну, бяқы чейін, не знаю, вряд ли пойдет, 149 аж. Ну, по крайней мере, на ближайший 152, 151, там, 600, да, плюс-минус, шел зона, бай-лимит можно поставить. Так, ну, хотя, кто знает, рынок тоже такой непредсказуемый, может даже глубоко. Просто иена на момент 149 НЛД көрелек, да? Я, по крайней мере, торговала уже выше 150. Да? Возможно, далее бяхачин чешунку, да? Так, вот здесь у нас... Вот у нас еще песня перекрытый мол захтады паркена. Что вам дарили? Видно, да? Шугэп кичен на большим кун, вообще-то на... Кэптер дежава такой еще. 149 вот здесь у нас как раз 148, 147, 890 до 149, да? Примерно, даже уже качать шуплашим кумкен. Если гэп ты джапса гета, гэп ты джапа гет клата, кайраму или зона бай, то есть лонг зона данлеч, она гинджава, тоже такое может быть. Так, ну то есть долгосрочно иена на лонг смотрится, но лонг гирсенер, например, азерком на текущий бадан, то она может дать еще кетчинг, поэтому на лонг азер рано вообще. Так, а краткосрочно у нас на шорт смотрится. Да, мне не торгую я гир 40, да, был индекс. Германский индекс. Гир 40, вот, по-моему, с 22-го, нет, с 25-го года был устойчивый рост пола, да, Азербосот тоже у нас вот тут прям, вот здесь у нас коробочка была, то боковик такой, да, а боковик чего, хайрна боковик чего, это на молде, это боковик у нас. Пока здесь у нас тоже, да, это для чаши импульс последней недели бервей жатат, айба слабый, волатильный вот это, пирог, да, на лонкале смотрится, да, гойвер опять-то. Где-то, ну, вот коррекция была, как раз мен мол коробка выходтан лунтогон, анан коррекция была, бирок мен бяқты шорттогон эмесмин. Я решила ждать коррекцию. Ну, просто я с другими инструментами работала, был жақты, честно говоря, шорт қараған эмесмин, да. Бирок шорт болотканын көргөм, и вот здесь как раз можно так бул эмеге чейин, бяқы чейин жүрүп турда даже, да. Ну, то есть получается, если по фиба даже у нас как раз, наверное, зона у нас какая до 0,5 четверть, вот что 0,5 хочу. То есть вот здесь тоже 0,5 зона, да. Как раз хорошая зона для покупок. Там нам бяхта канча жолу келди. Раз, два, да, 2 касания, даже 3 касания. Ну, то есть ушел зона 0,5 качели. Это у нас 0,5 зона навесил, ушел как раз покупка хорошо. Да? Вот даже вот здесь скид колды, ладно, мы здесь пропустили 0,5 зон. В принципе, на молде дендели можно рассмотреть на покупку, да, сейчас. Так, это у нас, вот у нас, видите, мол свеча, узун фитильменен, да, доджи свеча, да, был дали разворотный паттерн, то есть показывает, что будет разворот, да, вот с нисходящего до этого, видите, нисходящий у нас был, да, 10 февраля, ну, такой не сильно прям, но все равно нисходящий, вот с нисходящий на восходящий, да, пошел разворот, и говорит, этот мол додж, так что пока герды мен в ближайшее время лонку или говорю, там мол джумага. Так, ну, можно кичерек таймфреймден более точно точка входа, либо без оттықтан,
Так, Гир 40. Это мой любимый инструмент. Ну, я не так часто торгую, золото больше, конечно, все равно. Да, имя, да, более предсказуемый тоже. Так, примерно давайте зону отметим. Где-то у нас тут имбаланс. Здесь имперачен счетчик появится 24 700. Да, вполне может упасть. Вот здесь у нас есть имбаланс. Уж удержать что тяжше, да, но вот тут есть у нас тоже такой момент, что вот тут, видите, у нас поглощение болды, мол, свеча зеленая, кызылды поглощение болды, и кайра ушел зона агель мол, зеленый сейчас. Вот это, видите, свеча, да, длинный фитиль снизу. Вот она кайра ушел зону ордер блокту тип, то есть тест был, кайра гейт вот это, вот это у нас зона ордер блока. Так, сейчас более это сделаю. Вот здесь зона ордер блока тип, мол, свеча хайра идет вот это, так что был имбаланс хочу пишет минут, да, что ретест повторно. Вот одна свеча ретест, вторая свеча ретест, так что можно даже, в принципе, с текущих азерка бадан делегисы вот ну-ка, кичерек таймфреймденчи. Да, вот азер джангле готурляктыр, мол, жақтан уже такие, они такие ордер блока рисатов, что где-то, в принципе, можно заходить на шаналонку. А стоп тогда нужно поставить, стоп, так, короткий был палаток, что тяжелый стоп как раз, ну-ка, если отсюда заходить, 24 900 с чем-то, да? Стоп, мол, у нас, чок, пятое имя, стоп, выбирал срок выше коррект, да? Я вот Герде замечала, был имя, манипуляция рубсалата, Лондон, да, куштюндай, лды и слив, кылсалшимкун, так, стоп, можно за предыдущий минимум, ну-ка, мол, чакта, примерно 24 700 можно надо поставить. Бұл жаққа емес, мол, меню артына емес, мол, жаққа все будет, да? Вот, так, ну, примерно ушундай. А если шорттон десе, ну шорттогону только локальный леп 30 минут, даже 15 минут можно, да, 400 сопротивление, да, можно, да. Вот у нас вот здесь вот ликвидность бар, да, что ликвидность таралгандан кейін получается только это қысқа болып қалады, да, шорт. Либо более ключевое сопротивление, конечно, могут закачать, ну тут ждать придется 25 240, да, примерно, плюс-минус. Вот. Ну, все, в принципе, так оно, да, мне. Вот эти акцияларды хош койдым, акцияларды я пока не торгую, но присматривались. Бұл долгосрок хотела бы рассмотреть. Бұл жақта жақсы іштеткен теханализ. Мен фондовый рынок бойынша, то есть по акциям ходила на тренинг, ал жақта инвестор 11-летний опыт менен, мындай эле кадимкидей эмелерди четкен, так, допустим, он недельный таймфрейм менен, по-моему, недельный, потом дневка менен. Бир күндөн ылдый түшүп кеткен, да. Это мне домашнее задание, я забыла даже чьим. Короче, на этом тренинге по фондовому рынку, вот, ну, для меня это легко, конечно, было, там говорили, так, это, по-моему, на дневке чертила, говорили, вот, начертите фигуры, такие, да, ну, еще психоанализ, фундаментальный анализ, барын, материал, дата, толтура бери, пошел, задание. Вот это задание забыла, так, по видео, вот эти фигуры начертила, горбан, хас фигураларды көрсөңөр, технический анализ боюнча чийбагыла отметьте деп койгон, да, я вот так вот отмечала вот эти фигура бриллиант, тут что у нас V-паттерн, да, нисходящий канал и так далее. Так, вот, ну, то есть по фондовому рынку они вот на долгосроке инвесторлар общая картина, дневкадан баштап хорошат, даже вот, то есть месячный, неделя, дневка очейн или что-то, и все. И общая картина смотрит, например, здесь нисходящий канал, и вот нисходящий канал на молдзакта кайра рытыскалат, да, вот здесь вот цена, ну, то есть пока еще слабо смотрится на лонг, да, и они ждут там, нисходящий канал, да, уже конкретно закрепление волосов идущего, да, здесь видите, идущего ваджата, да, пока это турпалы. Вот если бы закрепился хорошо, да, вот, допустим, ретест кылды, ладно, хорошо, да, ну, кайра видео часа, тогда уже более уверенно лонг кирчет, да, ну, Nvidia исторически вообще хайда жүрет, был айваля перекупленный, вот видите, у него прям вообще исторический хайда, назар на коррекция берет, да, поэтому азыркы даже вот мол именно трендовая линия антиседали, это тоже очень высокая цена, да, я бы, конечно, дождалась бы чуть ниже, да, сейчас пока таких прям свободных денег нету, чтобы так вкладываться, да, каждая штучка акций 170, ну, там, 180 с $, да, ну, частично она будет кем-то, либо штучно будет, да, вот, ну, на долгосрок, то есть примерно, да, в ближайшее будущее, конечно, рассматривай, да, на покупки. Так, а так, Бунаку хорошая цена где-то, да, ближайшая поддержка без дикого, вот у нас поддержка вот тут, вот так, где-то 164, ближайшая поддержка 167, да, плюс-минус, ушел там можно набирать. Она, лампочку инсайд можно набирать вот здесь, например, 142, что тяжше, да, вообще классная тоже цена. Вот, ближайшие поддержки на покупку. Вот уж он довой, так, основной валюта, ларбонча, и гир 40 золото. Так, сурулар бар, да? Так, по фундаменталу прошли вкратце. Да? В Джумата, в принципе, достаточно новостей. Технические стороны карадых. Так, что еще? Она был понедельник баштаб, сигнальный канал иштей баштады. Также обучение сатучтой джаму группа уже набор болды, ушел менен баштайм. Ровно месяц окуту, потом уже практика, да? Так, а Самара кандайсың? Эльмиреже кандайсыз? Так, ксбк менен сиз мен саламдаштырайын, да? Так, ладно, да, суроо жок болсо анда ошо менен бүтүрөйүн.
Запись кылып. Так, запись. Да, запись идет. Все тогда. Всем пока, да? Барыңарға жақсы күн қалаймын. Всем хорошего дня.